Qomishshin Sovetun sadisi sayrog ideologi, benduriya kutta odamta iudzinot ama xalorzinodal. Otsiluzungl sroze Gurdzistunder, min forosada navazdek gamoza. Rozel sis, afsunan. Umanama Gurdzistunan yefend andarud. Zamanis aftazagan. Umanama angalma kostia fedvanta sakhast kanen nefadotma. Sovetun sadises kuduavgia rosit mitchest. Umaydar is kunduavak khusar irestun oblostan. Еврот дугмакаская. Когда мы говорим о новейшем этапе истории Южной Осетии, то мы, наверное, должны все-таки пока, до момента, пока не будет принята официальная периодизация, мы, наверное, давайте будем исходить из периода конца 80-х годов, начала 90-х. Почему? Потому что, кстати, должен сказать и то, что некоторые, с кем приходится говорить, почему-то считают образование Республики Южная Осетия от 20 сентября 90 года исходным рубежом нашего государственного строительства. Но я позволю с этим не согласиться. Почему? Потому что еще раньше, вот, это было 10 ноября 1989 года, 12-я сессия нашего областного совета депутатов трудящих, тогда еще так называлась, она, вот эта сессия, да, подняла статус автономной области до автономной республики. Nödzamostai Roysem Ermester Iumei, Janvar. Otse Iuneg Meider Fogu Gurdzistun Anazog Unun Archait Bombaren. Min forasda nödzfitzegamazze. Exazamei Evdem Janvarme. Sovetun Gurdzistun Ievsot Susegei Exavegun Erbakuttat Chin Volme. Ama Konek Kuttui Adame. Bocogstui kultúrae Seirag Artzest. Patsachadun teatre. Amadze Fakuttui Alachazun Anembelum Mitem. Ну, наши старшие прекрасно это понимали. Царство Небесное, и Торезу Георгиевичу, и Знору Николаевичу, вот, и ребята из, ну, ребята, вот сейчас они уже давно не ребята, вот, но деятели Адам Анухас и тот же Алан Чочев, прекрасно они все это понимали. Вот. Поэтому в таких условиях назрела необходимость, значит, позаботиться о собственной государственности. Sovetun Gurdzistun Khastun Archaidunge Sovetun Sadise Welder Sovet Sarglavak Михаил Горбачев Evdem Janvara Rattamana Ахамугас. Еще действующий президент Советского Союза, первый и, слава богу, последний, президент Михаил Горбачев издал специальный указ. Указ назывался «О некоторых законодательных актах, принятых в декабре 90-го года в Грузинской ССР». То есть союзная власть нас все еще видела в составе Грузинской ССР, поэтому здесь отдельно не говорится о Южной Осетии. В соответствии с этим указом Горбачев обязывал вывести в 3-дневный срок с территории Юго-Осетинской автономной области все вооруженные формирования, за исключением внутренних войск Министерства внутренних дел СССР. Вот теперь этот вопрос, он был, конечно, принят здесь, ну, не скажу, что на ура, но с некоторой верой в то, что наконец прекратятся обстрелы, то, что порядок и безопасность будут восстановлены, но не тут-то было. Значит, ну, Горбачев, все мы помним, шел на поводу, он был формально только руководителем страны, фактически руководили страной совершенно иные люди, другие люди, вот. И часто принимавшиеся им же решения мало кем выполнялись, и прежде всего им самим и его властью. Когда Горбачев призывал вывести все вооруженные формирования с территории Южной Осетии, то оставив только подразделения внутренних войск МВД СССР. Мы ведь прекрасно помним, что собой представляли эти внутренние войска. Люди вот старшие, они хорошо помнят, кто такой был Генрих Малюшкин,
И как вот эти внутренние войска ночью ушли, бросив на произвол судьбы нас, жителей, мирных жителей Южной Осетии, уехали, сдав все оружие и так далее. И той же ночью город наводнили грузинские войска. Милиция якобы и так далее, рецидивисты, бандиты, головорезы и так далее. Вот это были внутренние, ну как им можно было верить. Но тем не менее, в указе президента это записано. Sovetun cedise serdar ukaz, Sovetun Gürcistan veldar Sovet serdar, Zivot Gamsahurdi niceme erdartta. Yesih hast kenne beste, Forostamion dvore, Ratta Nukborцерт. Тут же созывается Верховный Совет Грузии. И что? Смотрите, интересно просто ознакомить вас с некоторыми пунктами. Значит, если Горбачев призывал аннулировать все эти принятые грузинской стороной и юго-осетинской стороной вот эти акты об образовании там республики, грузинской стороны об упразднении автономной области и так далее, то есть призывал к возвращению статуса КВО, то, ну, грубо скажем так, грузинской стороне во главе со Зивотом Гамсахурди было на это начхать. Вот, пожалуйста, в ответ на призыв Горбачева в первом же пункте пишется: подтвердить юридическую силу закона Республики Грузия об упразднении Юго-Осетинской автономной области. То есть он подтверждает, несмотря на то, что тот требует из Москвы совершенно иного. Дальше. Принять к сведению факт признания указом президента СССР незаконности актов об образовании Юго-Осетинской Советской Республики и так далее. То есть в этой части грузинская сторона соглашается с Горбачевым о ликвидации Юго-Осетинской области. Дальше. Считать незаконным требованием, которое содержится в указе о выводе из региона полицейских подразделений МВД Республики Грузия. Вот, пожалуйста. Он считает незаконным постановление президента СССР. И, наконец, требует руководству МВД и КГБ Республики Грузии продолжить выполнение обязанностей, возложенных им центральной республиканской властью. Более того, Гамсахурди на этом не угомонился. Он считал, в постановлении это прямо записано, значит, указ президента Советского Союза грубым вмешательством во внутренние дела Республики Грузия. То есть, ну, это уже унижение, ничто иное. Это очень интересный документ. Ну, по своей наглой дерзости он не имеет аналога в истории. Sovetun Gürcistan wal aziyafid ventesse khast kanenme و منین قلمه کاست اما یقود فیفا Gürcistan siu negulainog bestetimen و دونن تاسه تفتر زناگ Sovetun cedisuet اما archaitu ja nellemech kennel. Gürcistan Sovetun cedises kunde achemster konflikt keisaresta و meisen sterechasuet اما ja و dunder seunafetlei zuchne wachtu. Gürcistan archaydı txay منه تزورنس archivun ermejte نوت فتسگمازه است سمیان وارد خی. И через 10 дней, 18 января, наша сессия, наш Верховный Совет принимает уже следующее решение. Читаем. С целью предотвращения дальнейшего обострения обстановки и кровопролития просить президента СССР ввести чрезвычайное положение на всей территории Южной Осетии. И для этого, для чего осуществлять его силами внутренних войск МВД СССР. При всем при этом тут необходимо отметить все еще присутствующую какую-то наивность наших сторон. А все еще верили в Союз, все еще верили Компартии, все еще верили тому же Горбачеву, видели в нем гарантии. Мы прекрасно помним, как здесь стояли люди, прозябали на морозе с транспарантами: Горбачев, спаси нас, солдат, спаси нас, Горбачев, ты проклинаешь народ Южной Осетии, который засадил, и так далее, так далее. Вот мы еще не прошли вот тот этап горького разочарования в союзной власти. Доктор, считать необходимым просить генерального прокурора СССР направить в Южную Осетию следственную группу для расследования совершенных преступлений и оценки нанесенных. Никто не направил сюда ни следственную группу, никого.
брошены были фактически на произвол судьбы. И только на уровне людей, на уровне народа нас жалели простые граждане Советского Союза, в том числе наши братья в Северной Осетии. وده تزغنيس تما گردستون اما نگولینوک بستتنسا نسانسک اوغا بافتد أخستي نا نقولينوك بس تتبلد سخس نبرخ سوفيتون سديس فلا گردستونن يفنت يا قرفة باتست يبون نباتيس باستن سوفيتون سديس كونك ايكونوميكون اغداوي فستزاد اوبلاست باستن تماني سويزغن وی ایردایزنه بین فراسده نوزدک гамоза артакагам яндвара архиву нармагай. В создавшейся ситуации у Южной Осетии не оставалось иного выхода, кроме как просить союзную власть ввести прямое правление. Кроме как просить союзную власть включить Южную Осетию в состав России. Вот, смотрите, это же просто так не делается. Необходимо было иметь на руках волеизъявление народа, которое можно было выразить только путем референдума. И чтобы получить согласие народа, волеизъявление, для этого, по прошествии какого-то времени, опять же, в январе, 3 января уже 1992 года было принято решение за подписью Царства Небесного Ислама Николаевича Гасиева, значит, о назначении проведения всенародного голосования референдума Республики Южная Осетия. Референдум назначался на 19 января 1992 года, об этом, наверное, отдельно надо будет поговорить, но вот сама идея, она уже витала. Это не было где-то чьей-то инициативой. Идея проведения референдума, я это хорошо помню, она уже обсуждалась активно в обществе и на уровне просто кухонном и в разговорах, может быть, на улице между друзьями и так далее. И, то есть общество к этому было готово. Поэтому это желание было просто лишь законодательно оформлено. Вот. Значит, были сформулированы вопросы. Первый вопрос — это согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой? 2 вопроса было. И второй вопрос был: согласны ли вы с решением Верховного Совета Республики Южная Осетия от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией? Вот эти 2 вопроса, они были внесены на рассмотрение общества, населения, и по этим 2 вопросам шло голосование. Гурдистуны хастун архайд манакаске, хусар ирестуны яндвара вaqt арцад референдум. Дуэнцы парам яндвара. Референдумы протоколай кудзины автомай нимбестекте, 90% سرازه زینات رافدستوی خوصار ایرستون خدبار республикой راسید اما و رسیز کدمه باسونل رازکه است. То, что призыв к проведению референдума был оформлен законодательно постановлением Верховного Совета Республики Южная Осетия. Верховный Совет не Малдиат, но законодательным органом это уже о многом говорило. Значит, республика готовилась к проведению референдума. Здесь большое участие, активное участие приняли и ЦИК тогдашний, возглавлявшийся Борисом Чочевым. Отдельно была создана специальная комиссия, которую возглавил Дицот Юрий Альбертович. Они провели колоссальную работу по проведению референдума. Гурдистуны бун боци советтун цадиса идеологии фейхалан. نیتم اردارتا اخسنادمون بارادو نورمته فلیبون نباسی ساویتون دوجه رازمت سونس آفتانو منو بلاس نباختا وی فیسافن